Я помню, как меня студенты в 90-е годы, когда мы только создавали наш центр гендерных исследований, подходили с придыханием, спрашивали: неужели, Ольга Владимировна, вы феминистка? Это было так страшно, в принципе, даже говорить, необычно. Я где-то видела диаграмму, значит, организаций, по видам деятельности, которые признаны иностранными агентами. В первую очередь, это, конечно, правозащитные, потом идут экологические. Но, по-моему, на 4-м месте как раз женские организации, там у них что-то порядка 7%. Во-первых, все-таки это те были организации, которые как раз пытались продвигать закон о профилактике домашнего насилия. Понимаете, эксперты, они сейчас такие, что они могут признать политической деятельностью что угодно. Наверное, мы один из последних, если не последний, независимый центр гендерных исследований в стране. У нас много образовательных проектов, культурных проектов, в том числе и с зарубежными партнерами. Это действительно очень серьезная для нас угроза, потому что, как я уже сказала, мы в основном образовательная организация. Да? И наши основные виды деятельности – это семинары, тренинги, летние школы, вебинары и так далее, и так далее. Если будет принят постановление правительства, которое расшифровывает закон о просветительской деятельности, там есть такой пункт о том, что организации, признанные иностранными агентами, они не имеют права заниматься просветительской деятельностью. Следовательно, получается, что мы не можем делать ничего. Но с точки зрения НКО и организаций, их просто, наверное, должно быть больше, хороших и разных. Потому что у нас широкий спектр на самом деле этих женских организаций. Организации, которые поддерживают какие-то конкретные слои населения. Например, мне очень нравится ассоциация ЕВА, организация женщин, живущих с ВИЧ, очень хорошая. Сестры, например, тем же самым, или Анна. Ребра Евы, чудная культурная организация, да, с интересными очень проектами культурными. Можно, например, наверное, вспомнить, если уж говорить об истории, я все-таки историк в большей степени женского движения, что у нас, собственно, женский вопрос, он возник практически одновременно с женским вопросом в европейских странах и в Соединенных Штатах. То есть это, опять же, было вызвано приблизительно одинаковыми процессами, да, в том числе выходом женщин на рынок труда. У нас это было еще следствием отмены крепостного права, когда большое количество дворянских семей обеднели, и, в принципе, девушки из благородных семей без образования оказались без средств существования. И, собственно, у нас началось движение за профессиональные, за допуск к профессиям, за допуск к образованию и так далее, и так далее. В руки попался, журнал «Советская женщина», где как раз наоборот на обложке была изображена женщина-машинистка, наверное, или машинист этого поезда в метро. То есть как раз в это время, женщины в этой профессии появились. И это преподносилось как достижение, советской власти, да, советского образа жизни. Потом этот список стал расширяться, потом теперь он снова сужается. В какую сторону маятник качнется в следующий раз, это трудно предсказывать. Может быть, конечно, в определенном количественном отношении женщин стало и больше, но просто я бы сказала, что они становятся более видимыми. Потому что в той же самой Белоруссии, были отдельные женские марши, да, но там, с другой стороны, были отдельные молодежные марши, были отдельные марши пенсионеров, да. То есть это, просто такая, стратегия организации, в данном случае, протестного движения, да. Разные акции, можно вспомнить то же самое движение «Фемен». Да, это это чисто женская практика, политизации и визуализации женского тела как политического тела. Да? Мне кажется, проходит очень мало таких встреч, где могут контактировать белорусские, русские, особенно украинские участницы. Наверное, самым крупным проектом нашим являются международные летние школы, которые мы проводим в Европе. В этом году в Армении, это, конечно, не совсем Европа, но в условиях пандемии это, собственно, самый такой безопасный вариант. Но в общем и целом под этот проект невозможно получить единый грант ни от кого. Знаете, на этом первом Всероссийском женском форуме, опять же, 91 года, лозунг был: «Демократия минус женщина – это не демократия».
Вот. Ну, можно точно так же сказать. Демократия минус феминизм – это не демократия. Гражданское общество минус феминизм – это не гражданское общество. Что такое феминизм? Собственно, это позиция, исходя из которой человек признает, что мужчины и женщины равны, да, и как бы ни один другого не хуже и не лучше. И поэтому, собственно, во всех сферах они должны иметь одинаковые права, и не должно быть дискриминации. Это нормально, правда же?